Самое передовое оборудование в Европе лучше не найти. Впрочем, в саду «Гигант» в ногу со временем стараются идти во всем. Крупнейший в СКФО новый оптово-распределительный центр запустили только в конце прошлого года. Он позволяет одновременно хранить до 36 тысяч тонн плодов, а производительность линии по товарной обработке более 20 тонн в час. Почти всю работу выполняет автоматика, поэтому и трудятся здесь рабочие, можно сказать, в свое удовольствие. Это самое лучшее преимущество для работников, потому что им не нужно их поднимать ящики, ставить. Все идет автоматика. Они укладывают авиолы ящик. Человек около 60-70 работает. Средняя заработная плата у них зависит от нормы. Норму они переработку делают, меньше 1000 рублей они не получают каждый день. Оптово-распределительный центр – это принципиально новый механизм поддержки садоводства. Ведь важно не только вырастить и собрать, но еще и сохранить и реализовать. К слову, после сортировочной линии ящики с продукцией попадают на соседний склад. Но здесь они надолго не задерживаются. Машины их загружают прямо на месте. Яблоки, выращенные на ингушской земле, поставляют по всей России. В день на предприятии реализуется до 180 тонн продукции. 18 тонн. Семерянка яблоко везем в Екатеринбург. Наши яблоки покупают от Уссурийска до Чукотки, до Калининграда. Но, конечно, основная масса покупают Петербург, Москва, большие крупные города Российской Федерации. А в саду в это время царит настоящее умиротворение. Эту тишину нарушает разве что жужжание трудолюбивых пчел. Первыми в саду «Гигант» зацвели абрикосовые деревья. Урожай ожидается уже в мае. Косточковых у нас не так много, всего 16 гектаров. Это абрикосы, вот вы видите, то, что он цветет первым. Очень обильно цветет, тем более, что мы сделали очень хорошую обрезку, большую, чтобы абрикосы стали крупными. Мы убрали много лишних веток отсюда. Следом это будут персики, вы видели сейчас, дальше черешня, слива и летние яблоки. Мы торгуем круглый год сейчас. В холодильнике то, что у нас осталось сегодня, до конца июня мы будем их продавать. Этот список скоро пополнит груша. Ее планируют высадить на 5 гектарах. Сад «Гигант» полностью оправдывает свое название. Он раскинулся на 500 с лишним гектарах. Но в планах у руководства довести эту цифру к 2019 году до 1000. В этом году плодовых высадить еще на 180 гектарах. Не прекращается работа и на полях. В Гупе-Нестеровской, к примеру, к посеву яровых приступили согласно плану. Троицкая, Галашки, Чемульга и Нестеровская. Все богатство предприятия, а это больше 4000 гектаров, раскинуто по всему Сунжинскому району. Сейчас механизаторы обрабатывают новые поля в селении Чемульга. Здесь готовятся высадить гречиху. Но аграриям пришлось изрядно потрудиться, чтобы ввести эти земли в сельхозоборот, предварительно расчистив их от кустарников и деревьев. Мы ввели в севооборот новые культуры. Это горчица, это гречка. Будет вот здесь вот как раз на этом поле мы стоим площадью 74 гектара, где будем высевать, высеяли уже здесь, посев идет горчицы. Где-то в общей сложности по хозяйству мы посеяли, уже отсеяли более 300 гектаров. Сейчас думаем довести до 500. Это у нас будут горчицы, гектаров 40 будут гречки у нас. Горох мы отсеялись на площади 320 гектаров. Суммарный объем сельхозпродукции в республике в прошлом году составил 8,6 миллиарда рублей. Это на 12% больше, чем в 2016. Такие положительные достижения отметил в ежегодном послании Народному собранию и глава региона, уделив отдельное внимание задачам, стоящим перед региональным Минсельхозом в 2018. Процентов 50 инвестиционных проектов, которые мы хотим реализовать по сельскому хозяйству, они нереализуемые. Здесь я вижу слабую работу все-таки министерства в плане того, что не совсем качественно изучаются эти проекты, в целом блока сельскохозяйственного правительства. Здесь надо очень серьезно поработать в этом направлении. Те проекты, которые у нас сейчас успешно идут, они требуют и другие направления. Они требуют не просто поддержки, а пристального внимания председателя правительства, правительственного блока. Приоритетным же направлением развития сельского хозяйства остается привлечение инвестиций. Впрочем, работа в этой сфере уже ведется и показывает хорошие результаты. Помимо сад «Гиганта» у нас ведутся огромные работы, большие инвестиции по переработке глубокого мяса, индейки, птицекомплекс «Южная».
Также у нас Муслимпродукт, тепличные комплексы. У нас частники строят еще сушилки по сушке наших зерновых. Сейчас практически во всех группах завершается посевная. Это ранние яровые – гречиха, овес, горох. Чуть позже аграрии приступят к посеву уже кукурузы и подсолнечника. На 70 тысяч гектаров раскинули сельхозугодия республики. Из них 25 тысяч приходится на ГУПы, остальное занимают КФХ. Кстати, в этом году, как отмечает Минсельхозе, посевная площадь республики увеличилась еще на 300 гектаров. А значит, что говорить о рекордных показателях урожая еще рано. И это связано не только с введением в оборот новых земель, а еще и своевременной и полной подкормкой культур, начат и мониторинг сельхозугодий. И если в прошлом году урожайность в регионе составила в среднем 25 центнеров с гектара, то в этом ожидается не менее 30. Хадза Добриева, Мербек Мержоев, Новости 24.